بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, сегодня была наша тема призыв от Аллаха хадж, совершать хадж. Это призыв не просто так, что Аллах повелел нам хадж совершать. Аллах в Коране говорит нам: акимус саля, вы совершайте намаз, вату закат, вы отдавайте закаты, и также держите ураза, говорит. Однако Аллаху Та'ала нигде никак не угрожал, кроме как сильнее, как хадж, отношение хадж. Да, Аллаху Та'ала угрожал, кто не совершает намаз. Но однако, кто не спешит совершать хадж, что Аллаху Та'ала говорит? Смотрите, аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Валиллахи аля наси хиджуль байт. Обязанность отношению Аллаху для людей хадж, говорит. Аллах обязал совершать хадж. Ман истатаа илейхи сабиля. У кого есть возможность. А ман кафара, говорит Аллах, а кто куфр сделает? Куфр, мы знаем, это неверие. Аллаху Та'ала использовал слово неверие. Фа инна Аллаха, Аллаху Та'ала ганиюн. Он богат, он не нуждается в своем создании. То есть ученые сказали, почему Аллаху Та'ала именно в хаджи сказал кафара. Потому что этот человек не благодарил Аллаха за такой большой ни'мат, который дар. Один намаз, 100 тысяч намаз. Хадж совершает все грехи, которые в жизни совершал, омывает у тебя, промывает. Ты не благодарил за это Аллаха. 100 тысяч намаз совершать сколько лет нужен человеку? Если один намаз, как будто ты сотни тысяч лет в этом мире живешь, Аллаху Та'ала тебе такую награду дал. Столько, как будто ты ибадат совершал. Это одно. А кто не поехал хадж, он всего лишь этой жизни жил 60, 50, сколько он жил этой жизни. Поэтому Аллаху Та'ала сам тоже гневается на этого человека. И пророк, алейхиссалату вассалам, гневался. Остальные ибадаты можно везде совершать. Намаз, ураза, закат. А хадж только в Мекке. Только в свои определенные месяцы. Настолько ученые говорят, вот куфр, он сделал ту вещь, которую кафир делает. Не он не становится, на самом деле, кафиром. Настолько вот опасность есть этому человеку. Умар ас-Саба, радiyallahu анху, говорил, валлахи, говорил, я бы хотел, говорит, отправить людей по городам, исламским городам, и посмотреть, у кого есть возможность хадж поехать, и он сидит спокойно. Им налоги написать, что как евреи, христиане, чтобы они налоги оплатили. И сказал в конце, махум би муслимин. Они не мусульмане, сказали. Имея возможность, кто не поехал хадж, они не мусульмане, сказал. Дважды повторил Умар ас-Саба, радiyallahu анху. Это тоже не он от себя этого не говорит. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе, который перевел Тирмизи, от пророка, алейхиссалату вассалам, ман ваджада задан ва рахиля, у кого есть возможность и транспорт, и безопасность хадж поехать, суммамата, и он погиб, не поехал хадж, хотя он совершал намаз, ураза держал, но он не поехал хадж. Фальяхтар, пускай он выбирает, ан ямута аля гайрил ислам, умереть не в исламе, говорит. Настолько опасность есть человеку, имея возможность, хадж не поехать. Посмотрите, сколько африканцев в хаджи. У них что, дома есть? У них что, машины есть? Что у них есть? У них нормально одевать ничего нет. Они хаджи. Они даже в гостиницах ночевать, у них денег нету. Они визу получают, лишь бы туда попасть, как пророк, алейхиссалату вассалам, совершали хадж. У пророка, у сахаба было разве гостиницы? Разве было такие удобства там? Нет, валлахи. Если иман искренний есть у тебя, Аллаху Та'ала говорит, васари, спешите, говорит, к удовольствию Аллаху. И друг друга опередить, постарайтесь, говорит. Не как эта дунья, которая не стоит крылышки комары. Человек ездит на машинах, 200-ках, на джип, на приорок, разницы нету. Аллах говорит, ма калла хая аман ятмагу фи джаннати.
какой бесстыдливый человек, который надеется в моих милостях, а сам без никакой амал, говорит. Раньше же дома наши предки продавали, чтобы хадж поехал. Хотя не обязательно дом продать. Но однако тоска хадж поехать, дом продавали. А мы машины покупаем, еще там магазин откроем. Пока дочерей замуж выдадим. Аллах разве так сказал? Пока вы дочерей замуж выдадите. Пока вы устроите жизнь еще получше. Но Аллах наоборот говорит, твою жизнь я устрою, говорит. Ты иди хадж, говорит. Табиу байналь хаджи валь умра. Пророк алейхиссалату вассалам говорит, не только раз, несколько раз, если у вас позволяет возможность, подряд, очередно, вот, езжайте хадж, говорит. Фаинналь хадж, поистине хадж, она танфияниль факра, говорит. Хадж и умра совершат, она от вас убирает бедность, говорит. Вот туда едет, она вот Аллах богатый вас делает. И вас дунуб, и грехи смывает, говорит. Вот Аллах Та'ала тебе результат. Твою жизнь хочешь устраивать, Аллах лучше тебя устраивает. Разве ты в плоды матери сам устраивал жизнь? Нет же. Это все в руках Аллаха. Это испытание. Неужели это дунья? Когда человек несколько раз хадж поедет, мы говорим, субханаллах, что это ходит постоянно хадж. А кто в санатории ходит, по миру ходит, маша Аллах, человек умеет жить, говорит. Какой умеет? Аллах, глупый человек, заблудший человек, он факир, он мискин, который дунья крылыч камар не стоит, он его нафс он начал. Аллах создал дунья для нас, не нас создал Аллах для дуньи. Человек ездит, на 200-ках ездит, 4 миллиона, 5 миллионов у него машина, у него еще время нету хадж поехать. Если он машину купил дорогой, маша Аллах, все его поздравляем, но он хадж не поехал. Аллах, таким людям надо сказать, брат, хадж поехал. За эти деньги он 10 раз хадж может поехать. Он ни один раз не хочет поехать еще. Ему не хватает. Как будто он море хоть ему выпьет, он не хватает. Потому что это болезнь у него в сердце. Когда Аллаху Та'ала Ибрахиму внушал, чтобы он призывал людей к Мекку, когда он, Аллаху Та'ала, создал свой дом в Мекке, те люди, которые ответили ему, они ответили, и они до суднего дня, хадж, кто поехал, получается, они ответили Ибрахиму. Лаббайк, вот это смысл. Лаббайк, вот Аллах, мы перед тобой, вот Аллах, мы перед тобой. То есть, к твоему призыву мы пришли. Если у Аллахи одного из любых, из которых едет таких богатых транспортов, который любого человека вот позовет, какой-то правитель, их имена не хочу здесь даже говорить. Аллахи, как бы на велосипеде хотел бы он добраться туда, чтобы ожидать, какой он награду мне даст. Потому что ожидать от этого человека, он зовет, значит, наградить хочет. Аллах нас хочет очистить. Аллах нас хочет, чтобы иман, нур у нас было. Чтобы мы истину понимали. Аллах, многих паломников знаю, которые хадж приехали, плачут, говорят, субханаллах, почему я до сих пор сюда не проходил? Ну, не всем же шанс бывает туда добраться. Поэтому надо поспешить. Смотря, если из нас одному скажет, ты не мусульманин, мы будем прыгать, мы мусульмане. Умар асхаб, ради Аллаху анху, говорит, они не мусульмане. Настолько они, даже налог им захотел бы, говорить. Но он не сделал это. И в другом хадисе говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, ман хаджа фалам ярфус валам яфсук, кто совершит хадж, богобоязненности, то есть не будет плохие слова говорить, грешит, он как новорожденный, он вернется домой, говорит, чистый от грехов. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, нас ругает, что мы чистые Аллаха встретили, за нас беспокоится, поэтому нас ругает, что мы быстро поехали хадж совершать. Это же неблагодарность Аллаху. Еще нам Аллах обещает, что риск у нас еще больше будет. Вот эти хадисы достаточно человеку понимать, настолько хадж это не шутка. Ибрахим, алейхиссалату вассалам, он говорил, инни захибун иля рабби. Когда он хадж хотел совершать, он говорит, я иду к Аллаху. А мы куда идем? Разве мы спешим к Аллаху? Или нам другие места важнее? Однажды один юнош, который 20 лет грешил, он заболел, сильной болезнью заболел. Потом он начал попросить Аллаха, просить, я Аллах, неужели ты хочешь, чтобы я тебя встретил в голом виде? То есть без никаких благих деяний. Он попросил, о Аллах, дай мне шанс чуть. Аллах его вылечил, он выздоровился.
этот человек действительно искренне покаялся. Это алим рассказывает про него, который его знает, который я знаю, алим тоже. Этот юноша, говорит, который заболел, выздоровился. День, если у меня 3 урока, он 3 урока посещал, говорит. Настолько любовь к Аллаху у него началась, говорит. И он говорил, говорит: о Аллах, почему я 10 лет раньше не заболел так? Почему я где был столько времени не почувствовал сладость имана, говорит, которая осчастливила мое сердце, говорит. Это болезнь, это значит, это не болезнь, это была для него большая награда от Аллаха. Иногда мы не хотим что-то, но на самом деле она лучше для нас. И он просил Аллаха: дай мне шанс хоть рубашку одевать. Ну, альхамдулиллах, человек искренне покаялся. Поэтому Аллах нас призывает: приходи ко мне, очисти твое сердце, чтобы ты видел истинной ложью. Еще один юноша говорит, рассказывается, старик собрались в хадж поехать. И пути этот старик, когда приблизился в Мекку, он сказал, говорит: лаббайк, о Аллах, вот я перед тобой, вот Аллах, я перед тобой. И он ответ услышал: ла лаббайка ва ла саадайк, нет никакой тебе лаббайк, здесь для тебя как будто места нету. Это молодой парень это услышал и говорит: я шейх, говорит, ты слышишь то, что я слышу, говорит. Он говорит: слышу, говорит, то, что ты слышишь, я слышу уже 40 лет, говорит. Но однако, куда денемся, говорит, куда нам деться, говорит, есть помимо Аллаха кому-то обращаться? Вот Аллах скажет: нет. Но на самом деле мы не знаем, это от шайтана может быть, или от Аллаха может быть. Но однако это может испытание от ему. Проверить человека. Он поддается таким снам или голосом. Нет, человек, Аллах повелел, он свою обязанность делает. И он сказал: о мой дорогой, говорит, у нас другого пути нету, говорит, кроме как Аллаха, говорит. Если кто-то от чего-то боится, который в жизни, он убегает от него. Но от Аллаха, если куда убежишь, говорит? Кто Аллаха боится, только он к Аллаху, говорит, вернется, говорит. К нему прибежит, говорит. Муса, алейхиссалам, когда фараон убивал детей, Аллах повелел матери Мусе: выкинь сына на реку. Когда боится человек, наоборот, хочет обнять, больше спрятать хочет. Аллах говорит: бросай, говорит, его на реку. И она и бросила. Это что означает? Муса хоть в твоих руках, хоть она под землей будет и на море будет, это всегда Аллах защищает его. Но если Аллах не защищает, он где бы ни был, никто ему не поможет. Вот так праведные люди, хоть ему 40 лет, это он такой голос слышал, он только Аллах ходил. Вот так, если такие рассказы мы слышим и не спешим, это, Аллахи, действительно, это неблагодарность. Такие шансы не всегда были, еще не будет. Ниамат долго не остается. Когда за ниамат не благодаришь, Аллах Та'ала имя или от тебя заберет, или в общем закроются дороги. Не дай Аллах. Дай Аллах нам тауфик, чтобы поспешили к Аллаху, чтобы Аллах нашу душу, сердце иманом светил. Альхамдулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب